Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире АЛЛАТРА24, программа «Социум». Перед правительством и представителями бизнеса поставлена задача привлечь инвесторов, способных обеспечить глубокую переработку сельхозпродукции. В перспективе легкая и пищевая промышленности станут отраслями, способными динамично развиваться, отметил президент Сооронбай Жээнбеков на первом заседании Комитета по промышленности и предпринимательству при Национальном совете по устойчивому развитию. Уже сейчас в нашей стране есть примеры динамично развивающихся предприятий, в частности, в текстильной промышленности. О новых подходах в создании и развитии производства мы поговорим с генеральным директором «Текстиль Транс» Даниэлем Сатыбалдиевым. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте, Даниэль. Здравствуйте. Поводом нашей встречи послужил тот разговор, который состоялся во время первого заседания Комитета по промышленности и предпринимательству. Вы также были приглашены на это заседание, принимали активное участие. И хотелось бы узнать ваше мнение и впечатление о том, какие вопросы вам показались нас особенно весомые и важные на сегодняшний день. Да, действительно, впервые в Кыргызстане у нас в понедельник, это было 24 июня, состоялось первое заседание Комитета по развитию промышленности и предпринимательства. Впечатление, это уже изначально хорошее впечатление для нас, так как ранее такого масштабного заседания еще у нас в Кыргызстане не было. Вот. На данном, мы не должны забывать, да, что это не госорган, данный комитет, это площадка для обсуждения там актуальных тем вопросов, которые мешают развитию предпринимательства в нашей стране. Вот. На данной площадке бурно обсуждались разные темы. Там присутствовали представители бизнес-сообществ, а также представители государств, правительств. И мы решили, что на следующем заседании там выслушать и представителей других предпринимательств, сообществ, чтобы прийти к правильному диалогу, да, составить диалог между государством и бизнесом. Планируется создать стратегию развития промышленности в нашей стране. Но вы являетесь генеральным директором уже действующего, уже, можно сказать, хорошо развитого предприятия «Текстиль Транс». Скажите, пожалуйста, как развивалось ваше предприятие, с чего вы начинали и каких успехов достигли сейчас? Наша компания самообразована в 2008 году как ОСО «Текстиль Транс». Мы производили тогда насущно-чулочные продукции, да, и всю собственную продукцию мы экспортировали в Россию. Мы были тогда зависимы, и сейчас зависимы от Узбекистана. Наша насущно-чулочная продукция отшивается за счет сырья пряжи, это нить, хлопковой пряжи. Мы покупаем это все из Узбекистана и Таджикистана. Вот. Наша компания, образована в 2008 году, бурно развивается. В настоящее время тоже мы построили план для дальнейшего развития. В 2013 году мы создали компанию, аффилированную компанию. Это компания «Салкон», расположенная в Сэс-Бишкеке. Данная компания у нас производит трикотажные изделия. Это майки, пижамы, леггинсы, футболки. Все это, собственно, продукция наша экспортируется. 90%, более 90% экспортируется в Россию, в страны СНГ, Казахстан. Мы говорим, что продукция, произведенная здесь, в Кыргызстане, пользуется особым спросом на рынках других стран, потому что есть определенное качество. Я знаю, что вы выпускаете свою продукцию из хлопчатобумажного волокна. Да. Скажите, пожалуйста, как вы сотрудничаете с сельхозпроизводителями нашей республики, которые выращивают хлопок? Вот. Тогда в тему, чтобы закончить, вот после того, как мы в 2013 году построили завод, нашу аффилированную компанию в Сэс-Бишкек, мы шили готовые изделия. Мы уже были вынуждены, получается, приобрести, не приобретать, а производить собственную продукцию, ткань, полотно. Мы построили генеральный план в 2016 году. За счет в 2016 году совместно с фондом, российским фондом, мы реализовали первый проект на 19 миллионов долларов. Это было. Данный проект был разделен на 3 этапа, изначально согласованно с РКФР. Первый этап мы в 2017 году реализовали, построили в городе Такмак, село Чуй-Промзона, трикотажную фабрику «Текстиль Транс» по производству трикотажных полотен. Данное полотно мы
используем для собственного производства трикотажных изделий. Мы оттуда отгружаем салкын. Салкын производит готовые изделия. У нас получается уже часть кластерного проекта. Можно потом я расскажу про классный проект. Ну, давайте сейчас коснемся этой темы, потому что это новое понятие для нашей страны – развитие кластерных проектов. Что это такое? Что это за цепочка производственная? Да, вот именно, это уже цепочка производства идет. Кластеризация, кластерный проект. В Кыргызстане у нас такого еще крупного проекта нету. Мы, получается, как текстильная промышленность, являемся здесь, в данном случае, уже частично реализованный кластерный проект. Мы построили уже собственную фабрику по производству одежды, трикотажных изделий, построили фабрику по производству трикотажных полотен тканей. Дальше полотно строится, это из пряжи, хлопковой пряжи. Пряжу мы покупаем из Узбекистана. Сейчас? Сейчас покупаем из Узбекистана. Но? В большом объеме импортируем. А планируете? Планируем в этом плане третий этап развития у нас – постройка предельной фабрики и хлопчатоочистительного завода. Данный проект уже был согласован с РКФР. Это более 30 миллионов долларов. На третий этап нужно будет реализовать эту сумму. Данная сумма пойдет уже на реализацию третьего этапа фабрики, даст нам производство собственной нити пряжи уже. И это, представьте себе, пряжа делается из хлопка же. Сельское хозяйство будет развиваться у нас в Кыргызстане. Хлопка, чисто хлопчатобумажное волокно. Здесь будет заниматься уже на более 10 тысяч гектарах земли наши сельские крестьяне. На одном гектаре можно грубо посчитать, как минимум один человек будет работать. 10 тысяч гектаров – это 10 тысяч человек. На заводе самом тоже будет более 150 человек работать. Это большую рабочую занятость можно обеспечить. И данная цепочка уже будет полностью реализована. Сами выращиваем хлопок, хлопок передаем на производство полотна. Полотно производится, дальше по цепочке идет носочно-чулочный завод наш, который преобразован был в 2008, изначально вам сказал. Дальше идет на текстильтранс. Оттуда вся наша продукция идет на экспорт. Когда мы говорим о том, что мы хотим привлечь инвестора, да, для того, чтобы они помогали нам развивать производство, мы всегда отмечаем, что у нас в стране созданы определенные условия для развития бизнеса. Вот скажите, пожалуйста, что вам, так сказать, греет душу, помогает развивать производство из того, что у нас есть в нашем законодательстве? У нас на настоящее время государство тоже реализует большое мероприятие, делают для развития текстильной промышленности, не только текстильной промышленности, но и в целом бизнес-экономики. Были созданы у нас в Бишкеке есть СЭЗы, свободные экономические зоны. Как раз там у нас и Салкын расположен завод. Вот. Мы освобождены там от некоторых видов налогов, то есть государство нам дает преференции, да, нам по льготным налогам. Это нам дает большое преимущество для реализации на экспорт. Экспорт, когда мы реализуем товар за Кыргызстан, налоги при этом у нас НДС платится 0%. Вот. Вот. Единственное, у меня есть предложение, как бы, государству, да, сказать, вот, чтобы нас больше поддерживали в плане НДС многих отечественных производителей. Недавно вот Министерство экономики, вот я могу сказать даже вам здесь, разрешите, внесли они изменения в налоговый кодекс в 2018 году, 4 августа, что многие предприниматели крупные переходят в упрощенную систему возврата и возвращения НДС. Вот. Пока в данное время в этот список включились 14 крупных компаний, мы в этом списке есть из 14 компаний. Ждем сейчас подписания. Если это будет подписано, дай бог, это очень даст большой стимул, толчок для наших производителей местных, для развития, да, вперед. Большое спасибо. Я желаю вам удачи, уважаемые зрители. Напоминаю, что мы беседовали с генеральным директором «Текстильтранс» Даниэлем Сатыбалдиевым. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго.